Проблемы социально-экономического развития СССР Абхазии 1921-1931 годы. Так звучит тема диссертации преподавателя кафедры истории, археологии и этнологии АГУ Аслана Габилая. По мнению автора, этот период один из наиболее интересных как в истории Абхазии, так и в истории СССР. Абхазия входит в состав советского государства. Благодаря новой экономической политике в республике начинается десятилетний период относительного благоденствия. СССР Абхазия демонстрировала весьма хорошие показатели во всех сферах – сельском хозяйстве, торговле, промышленности, науке и образовании. В своей диссертации автор сосредотачивает внимание на принципах, позволяющих по-новому проследить социально-экономическое развитие Абхазии в годы НЭПа и в начальный период коллективизации. Актуальность обращения к проблеме социально-экономического развития Абхазии в первые годы советской власти определяется на наш взгляд. То есть здесь имеется в виду на взгляд автора диссертации и научного руководителя. На наш взгляд, тем, что до сих пор в современной абхазской историографии нет общепринятого понимания тенденций социально-экономического развития Абхазии в 20-е годы 20-го столетия. В основном все вопросы социально-экономического развития СССР Абхазии были изучены в рамках советской историографии. В этой связи важным является изучение этих вопросов с точки зрения современной историографии. Совершенно очевидна необходимость формирования нового подхода в изучении данной проблемы. Необходимо переосмыслить вопросы социально-экономического развития Абхазии в 20-е годы с позиции современного состояния исторической науки Абхазии. В своей диссертации автор опирается на научные труды известных ученых Арвелода Куправа, Акакия Апшилава и других специалистов по советскому периоду. Данная работа – первый обобщающий труд по заявленной теме за последние 30 лет. Актуальность исследования не может вызывать сомнений, отметил официальный оппонент Аслана Габилая, доктор исторических наук Аслан Авицба. Наряду с конституционной частью ознакомления с работой наталкивает на следующие размышления. Важно, чтобы люди знали историю такой, какой она есть, а не такой, какой хочется ее видеть. Незнание своей истории или, что еще хуже, знание не своей, но выдаваемой за свою историю приводит к неверным оценкам и выводам. В этом контексте считаю уместным акцентировать внимание на весьма правильном, на мой взгляд, тезисе диссертанта о том, что, цитата кавычки, ложная информация ведет к ограничению возможностей эффективного развития абхазской действительности. Оппонентом Аслана Габилая также выступила кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России Северокавказского федерального университета Людмила Ермоленко. В целом удачная попытка по-новому рассмотреть процессы, которые в определенной степени определили ход истории Абхазии в 20 веке на различных этапах развития исторической науки. В этой связи проделанное исследование отличается новизной, так как впервые достаточно подробно реконструируется целостная картина социально-экономического развития СССР Абхазии в первые годы советской власти с точки зрения современной интерпретации проблемы и, что немаловажно, это без идеологического какого-либо влияния. В итоге решением диссертационного совета Аслану Габилая присвоена научная степень кандидата исторических наук. Совет отметил, что разрабатываемый им комплекс вопросов поможет по-новому взглянуть на ряд малоизученных проблем. Эсма Гуланзе, Алексей Агухава, Абхазское телевидение.